Друзья, всем привет! Рад приветствовать, ребятки, вас на своем канале. Выходные. По плану была сегодня рыбалка, ребят. Но утром встал и удивился. За бортом минус 30 градусов было. Ну, понятное дело, как бы некомфортно выезжать в такой температуре. Ну, в нашем регионе, ребят, такая температура нас не удивляет. Но все равно, как бы, в 30 градусов, ребят, ну, как-то несерьезно. В принципе, есть какие-то дела домашние, то, что можно было поделать. Ну и как бы решился остаться дома, а завтра, возможно, ребят, съездим порыбачить. Пришел покормить собачку, ребят, и вспомнил за одну идею. Не так давно, ребят, по осени, мой кореш Леха. Леха, привет, Вуктыл на связи, ребятки. Послал мне посылочку и прислал очень интересный материал для изготовления кормака, ребят. Ну, кормушки, кому как удобно. В принципе, думаю, почему нет, давайте, ребятки, тоже сделаем. Как бы знаю много то, что есть, ребят, на каналах в ютубе различных кормаков. Море, Саня Устаев, привет тебе огромный. Делал точно такой же кормак, ребята. Был у них конфликт там с братьями Приходьками, плагиатство, как там это называется, я не понимаю. Ну, в принципе, я за Саню, потому что человек сразу объяснил, что он делает как бы не своими руками, а повторяя чей-то кормак, но он использует, также хочет его сделать. Я тем же самым буду делать сейчас от Сани, от его нового канала. Я просмотрел сейчас недавно еще раз видео, хотя видео уже было у него давно. И по его методам, ребятки, я хочу сделать, показать своему подписчику, который у меня имеется, ну и также, ребят, моему району, потому что от Сани у нас расстояние 1000 километров, хотя живем в одной республике. От Лехи где-то 600 километров. Так что у них рыбалка, ребята, своя, у нас рыбалка своя, и люди у нас разные, и как бы, возможно, кто-то это не знает. И также я хочу сделать, во-первых, уже для себя, для своего использования, подарить один кормак одному другу, еще одному интересному. Чуть позже за него я расскажу, ребятки. Так что, ну, не имея, ребят, такого теплого бокса, гаража, знаете, там, чтобы что-то заморачиваться, ну, есть у меня беседка, есть у меня здесь свой участочек. Ну и здесь мне, в принципе, сделать это удобно. Наделся потеплее, чтобы не замерзнуть. Какие-то инструменты здесь, в принципе, не нужны. Это делается все легко и просто. Так что, ребят, сейчас буду показывать, рассказывать. Смотрим. Ну что, друзья, для начала надо иметь вот такую сетку, ребята. Я лично сам не знаю, в чего она используется. Но сетка очень прикольная. В плане для кормака это вообще подходит. Я раньше в детстве, ребятки, знаете, такие чеснок раньше хранился сеткой. Я вот такую использовал. Многие мужики, вот в моем районе лично, допустим, в возрасте такие пенсионеры, используют женский чулок, знаете, там грузы какие-то туда забивают что-то. А вот такая сеточка, ребята, если из нее сделать, ну это просто будет на века. Просто на века. Она, ребят, немного эластичная. Я не знаю, сколько здесь метров, но в принципе достаточно. Вот из нее сейчас будем, ребятки, делать кормушку. Так, ребятки, ну что, как говорит Леха, как говорит Саня, чтобы кормушка была, кормак был лучше, надо сделать в 2 слоя. Яча крупная, допустим, мелкие фракции, как, допустим, я использую панировочные сухари или там семечки. Ну, естественно, будут вымываться быстро, и чтобы этот процесс был поменьше, надо сделать, ребят, 2 слоя. Таким образом. Сейчас в данный момент отмеряем кормушку, сколько она будет длиной. Отрезаем и выворачиваем. Можно, ребят, использовать бокорезы. Ну, бокорезы это не для нас. Возьмем, ребят, старенький топор. Так, примерно возьмем кувалду и погнали. Все, ребят, легко и просто мы ее разрубили. Так, ребят, ну что, повторюсь, что делаем сразу 2 кормака. Вот такие 2 заготовочки. Одна чуть подлиннее получилась, одна чуть поменьше. Ну, мне слишком длинную не надо, ребят. Такого расстояния вполне достаточно будет. Все, сейчас берем, ребят, и выворачиваем вот таким способом.
Так, друзья, ну вот получили 2 чулочка, вывернули. Сейчас, ребятки, берем крышечки от банок. В принципе, ну реально больше ничего не придумать. Это самый такой вариант, который подходит к этому. То бишь таким макаром у нас все будет выглядеть. Бах и бах. Вот таким, ребятки, макаром. Сейчас берем проволочку, ребятки, и делаем кольцо. Вот это неровная сторона, это получается будет вверх у нас, красиво ровная сторона. А вот эта неровная сторона, мы сейчас ее сплетем проволочкой и сделаем кольцо. Так что погнали. Для кольца, ребят, буду использовать алюминиевую проволоку. Толстую стальную что-то я не нашел у себя, ребятки. Сейчас примерно по крышке мы ее обтянем. Сделаем двойную. Вот таким образом. Чтобы примерно она подходила по размеру крышки. Одно кольцо. И берем второе. Даже не двойное, а тройное получилось, ребят. Вот 2 колечка. И сейчас спокойненько, ребятки, продеваем между ячеек нашей заготовочки. Так, друзья, ну что, один край я пропустил полностью, ребят, остальное просто намотал. Получается, вот эти грани, ребят, на крышке, вот они и будет удерживать в данный момент нашу заготовочку. В принципе, по размеру угадал. Вот так, ребятки, это все выглядит. Вот она держится хорошо. Все, ребята, вот это дело, вот это добро мы будем заливать сейчас свинцом. Так, ребят, плавите свинец я буду в такой кастрюльке. В принципе, нормально. Убедительная просьба, ребята, работа с свинцом. Убедитесь, что вот эта кастрюлька и та емкость, которую вы будете заливать, чтобы была абсолютно сухая. Потому что попадание свинца горящего на воду может привести к брызгам и попадание на кожу, в глаза, дай бог. Это очень неприятно. Свинец, ребята, плавится чуть больше 300 градусов. Здесь у меня в данный момент алюминиевая проволока. Алюминий плавится 350 по 400 градусов. Возможно, то, что, ребят, вот эта проволока сплавится в единое целое и будет однородная масса. Я так думаю, потому что проволока старая, мягенькая, очень тоненькая. Я думаю, так, сейчас сделаем энный держатель. Вот так, таким образом. Так, чтобы я держал, вот так я заливал. Так, сделать здесь носик. Опа, аккуратно. Такой как бы носик сделаем, ребят, чтобы его удобнее. Стукнуть молоточком, наверное, надо будет. Так, друзья, ну что, энный носик я сделал. А свинец будем использовать разный. Это были заготовочки когда-то, ребят. Плавил тоже гульза. Была такой конусновидная формочка. Я в нее заправлял. Раньше было проще, ребят.
плане свинца. Аккумуляторы валялись на каждых свалок. Сейчас аккумуляторы принимают и трудно достать. Ну, есть такой способ, ребята. К весенней и осенней рыбалке я готовлюсь. Я использую такие груза на донки. Все знают, что я рыбачу донками. Просто заезжаю на шиномонтаж, беру груза. Сейчас есть какие-то не свинцовые, есть такие. И уже отдельно кидаю их. Грязь всплывает, свинец остается. Что плавится, что не плавится. Так что, ребят, таким способом мы делаем. Ну что, процесс идет. Вот видно, свинец потек. Сейчас будем готовить площадочку для заливания. Что, друзья, приступим. Так, ребятки, ну погнали. Аккуратно попробую сверху залить, ребят. Что-то много, как будто я сделал, конечно. Один готов. Пошел жар. Сейчас плавится, ребят, там пластмасса, резина. Пока не трогаем. Идем далее, ребят. Этот уже остыл. Все нормально. Вот так, ребятки, получилось. То, что лишнее, вот она хорошо отходит. В принципе, ну и с эксплуатации она, ребят, отойдет сама лишняя. То, что вот такая штучка получилась. Увесит такая шайбочка. Не знаю, грамм может 250-300. Этот пока остывает. Вот такие, ребятки, сделал мотовилки из фанеры. На работе лобзиком сделал. Намотал 6 метров лески. Или 7, не помню уже. 7 метров. 0,8 леска. Ну, в принципе, глубины небольшие. Я думаю, столько лески нам хватит. Вот такие, ребятки, 2 штучки. Сейчас сделаю петельку, ребят, и протягиваю здесь по краю. Так, ну, друзья, ну что, значит, вот на выходе мы имеем 2 таких прекрасных кормачка. Этот чуть-чуть произошли проблемы при залитии, но свинца хватило и все шикарно получилось, ребятки. В данный момент, ребят, вот эта лесочка получается, она идет как затяжитель. То бишь корм насыпали, вот таким образом открыли, корм насыпали, затянули, все. Он красиво держит. Также потом взяли, раскрыли его, ну или высыпали обратно, допустим. Здесь то же самое, ребят. Один чуть повыше, один чуть поменьше. Вот такие, ребят, кормачки. Что, друзья, вот такие кормачки у нас получили. Из такой, ребята, сеточки. Эту сетку, еще раз повторю, мне послал мой друг, также блогер. Канал называется, ребята, «Рыбалка на Печоре». Классный канал. С Лехой мы давно уже дружим, созваниваемся, общаемся, делимся какими-то советами, ну и так далее. По вопросам, ребята, вот этой сеточки, ссылку на Леху, на канал я оставляю в описании. Кому заинтересовало в плане рыбаков с Республики Коми, вот именно, потому что Леха живет в Уктыле, Республика Коми. Кого заинтересовало, ребят, ссылка в описании. Переходите, списывайтесь, общайтесь. Я думаю, Леха может помочь, если конкретно вот такая сетка вам интересует. Также передаю, ребят, всем своим пацанам привет огромный. Передаю привет Сане Устаеву. Ссылку на
Его на видео по поводу кормаков я оставляю в описании. Ну и, ребята, делал два кормака. Один кормак пойдет в столицу, в республику Коми, ребят, в Сыктывкар, Дамиру. Дамир здоровенько. Кормак, я тебе, как тебе обещал, я его сделал. В первой же поездочке в Сыктывкар я с тобой созвонюсь и передам тебе лично в руки. Так что, ребят, вот такие дела. Быстро, все удобно. И, в принципе, вот такой кормак, ну, потому что ребята вот высшие спичеры, вот они мне объясняются, вот они его используют уже нормальное количество времени. Но лучше, по крайней мере, ничего не найдешь. Ну, факт в том, что он крепкий, мощный и ну, подходит к нашему суровому такому климату, к таким морозам. Так что, ребят, спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставим пальчик в воздух. Не забываем за колокольчик, ребята. А от меня на связи, увидимся на рыбалочке.